Несомненно, приговор должен был и будет обвинительным, потому что это запрограммировано в политических процессах в России. По-другому это не работает в принципе. Поэтому да, он будет обвинительным, но в силу ряда комбинаций причин, конечно, я считаю, Ильмей Умеров избежит реального наказания. Знаете, есть еще причина того, что сам Ильмей Умеров больной человек, он инвалид, у него все эти документы представлены, и просто Ильмей Умеров не проживет одного дня в заключении, это факт. То есть можно даже не сомневаться. И органы следствия и ФСБ об этом прекрасно осведомлены. Я думаю, у них другая цель. У них другая цель, они прицепились именно к его одному из интервью, только для того, чтобы показать демонстративный пример всем остальным крымским татарам и нелояльным в Крыму, как себя не надо вести. Ну, в России ведется уже давно, в сущности последние 17 лет, политика сдерживания всяких оппозиционных настроений. Эта атака ведется по многим направлениям, поэтому в том, что происходит в Крыму, нет ничего нового, кроме того, что в Крыму это очень сильно выражено. Можно судить о том, что приговор не будет связан с лишением свободы. Это и то, что Ильмей Умеров находится под подпиской о невыезде, а не в следственном изоляторе. Это видно, может быть, и по характеру ведения процесса, довольно мягкому характеру. Судья не зверствует, не злобствует, как это бывает часто на политических процессах.